Благодаря своему могуществу и силе, они подчинили своей власти многие государства, находящиеся в пригодных для жизни частях мира. В результате они распространены и разбросаны на многих провинциях. Синь, Инд, Кашмир, Иран, Рум, Шам и Миср. Эти народы с течением времени разделились на множество племен и родов. И в каждую эпоху из каждых из этих племен и родов выходили новые ответвления. И каждая из них, по разным причинам и обстоятельствам, обзаводились своими собственными названиями. Например, совокупность всех агузоподобных племен в эпоху Агуза в наше время называют Туркман, то есть подобных тюркам. Примечание автора. Туркман означает тюркоподобных, то есть имеющих тюркские корни. Причину того, что букву А, идущая после М, привели два раза, заключается в том, что А должна звучать протяжно. Также отметим, что это слово дает иное значение, чем слово «туркмен». Поэтому его не нужно путать с современными туркменами. Пояснение переводчика. Они, то есть туркманы, делятся на такие племена, как Кыпшак, Калач, Канклы, Канла, Карлук, Карлоп, а также и на другие, принадлежащие им рода. Известные сегодня под именем Мугул, народы, разделяющиеся изнутри на многие ветви, такие как Жалаир, Жалайр, Татар, Уйрат, Ойрат, Мергит Меркет, и другие, похожие на мугулов народы, а также некоторые народы, каждый из которых имел свое государство, такие как Кириит, Найман, Унгут, Унгут, а также другие похожие на них племена, известные издревле как Кункерат, Конграт, Курулас, Коралас, Икерас, Илжиган, Елжиган, Урьянкат, Оранкай, Килунгут, Келингет, а также другие племена называются. Мугулдурлюкен. А также, наряду с мугулами-дурликенами, есть народ Нерунов, являющиеся особенными мугулами. О них и их ответвлениях будет подробно рассказано ниже. Их, тюркских народов, облик, телосложение, язык очень схож между собой. Почти идентичны. Но по причине разных климатических мест их проживания можно проследить между ними, хоть и незначительные, но различия. В облике, в характере и в языке. До наших дней основную массу различных ответвлений тюркских народов никто не систематизировал письменно, а также нет и письменных шежире касательно их происхождения, особенно сейчас, когда многие сведения уже позабыты. Но все же, составитель данного труда, сведения о тех тюркских народах, приводит без изменений и искажений, со слов знаменитых сказителей и шежереши тех народов, а также в соответствии некоторых знаний, найденных в книгах. В данное время известные и имеющие близкое родство между собой тюркские племена и рода и их различные ответвления будут коротко, в необходимой степени, описаны. Так данный труд в разъяснениях о происхождении тюркских народов основывается на методе ясных пояснений их происхождения, то есть будет написан таким методом.